В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Общественные организации, включая молодежное правительство республики, выполняют важную роль в установлении связи между обществом и государством. Одной из приоритетных задач для министерства является обеспечение замещения вакансий местными кадрами, в том числе из якутян, выпускников центральных учебных заведений. О том, как вернуть молодежь из центральных городов на малую родину, мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Александра Никифоровна. Здравствуйте. Первый заместитель председателя молодежного правительства республики Александра Алексеевна. Добрый день. Ну что ж, расскажите немного подробнее о том, как выпускник целевой программы, вот вы, да? Ваше мнение, какие механизмы мотивации вы считаете наиболее эффективными? Я являюсь выпускником Московского вуза. Я училась там 6 лет, и после этого вернулась работать в свой родной муниципальный район Горный Улус. Я считаю, что вот программа, которая действует по целевой подготовке кадров, является рабочей. Механизмами мотивации могут быть предоставление ответственности молодежи, то есть доверение им проектов на местах уже в республике, чтобы назначать их, находить их. Для этого могут быть полезны разные кадровые конкурсы, слеты и деловые игры. А вот что вас лично убедило вернуться на родину? Когда я выпустилась из своего вуза, я решила вернуться на свою родину, чтобы получить опыт на знакомой земле и помочь также развиться муниципальному району. И, нарастив опыт, проработав там, решила пойти дальше, развиваться. Вот у вас есть опыт работы в горном районе, где вы продвигали IT-сферу, да? И предпринимательские направления также. Расскажите, какие проекты вам удалось реализовать за это время? Вот я начала работать в Горном Улусе, начала работать с главного специалиста финансово-казначейского управления. И далее, через 1,5 года, мы открыли новое учреждение, которое совмещало бизнес, инновации и туризм. Там я проработала 3 года руководителем. За 3 года мы 3 раза заняли первое место в рейтинге среди бизнес-инкубаторов республики. Также вот Горный Улус стал лидером инвест-рейтинга. И по инновационным процессам тоже были разные награды. То есть мы работали с людьми, у которых есть интересные идеи, и помогали им развиваться, создавая меры поддержки, как своеобразный мост между предпринимателями и государством. Давайте вот подробнее немножко на одном каком-нибудь примере вот из ваших проектов остановимся. Расскажите подробнее. Например, также я являюсь членом молодежного правительства республики. И мы создали такой проект «Муниципальный промышленный парк». То есть идея в том, чтобы создавать производственные площадки в деревнях. Не республиканского уровня, а муниципального. И сейчас в Горном районе активно реализуется данный проект. Это называется Мунпромпарк. То есть зона, где люди берут участки, чтобы развивать производство, а государство туда подводит инженерную инфраструктуру. То есть это такие более опережающие территории, где может развиваться предпринимательство. Действительно, очень полезный проект. А вот какие преимущества профессиональной самореализации в Якутии вы бы могли выделить для молодежи, обучающейся вот в центральных районах? Я очень рекомендую людям, которые обучаются в центральных районах, по завершении учебы возвращаться, так как здесь есть много возможностей, есть поле для работы. И здесь они могут создать что-то, что, например, нельзя создать, например, в той же Москве, потому что там уже все есть. И также они могут быстрее вырасти. Вот. Любую работу можно начать делать, и когда будешь ее качественно делать, то все равно результаты будут. И они будут создавать полезные проекты и в районах, и в Якутске. Ну вот, на ваш взгляд, какую системную роль должны играть землячества якутян вот, в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах? Сейчас за пределами республики обучается очень много студентов, порядка 10 000 человек. И в центральных городах есть землячества, такие молодежные общественные движения, которые их объединяют, проводят с ними кадровую работу, проводят разные мероприятия. И вот эти землячества, они являются такой юридической возможностью для молодежи участвовать в молодежной политике Якутии, то есть быть в курсе всех новостей, участвовать в повестке. То есть они могут вкладывать
свое влияние, то есть внести свой вклад в развитие республики через данные организации. А вот есть ли успешные примеры? Прям вот на примере какой-то случай рассказать, допустим, проект, реализацию? Например, молодежное общественное движение «Айтал» есть в Москве, и они активно проводят много мероприятий и культурных, и деловых, и спортивных. В прошлом году они провели первый такой зональный форум среди землячеств, таких из разных городов, пригласили другие регионы России, и сейчас активно создают ассоциацию, которая их объединяет, вот эти землячества. И вот еще мне, конечно, хотелось бы возвратиться по поводу успешных таких эффективных механизмов. Да? Может, приведем примеры, ну, чтобы не говорить такими общими словами. Возможно, у вас еще есть, возможно, друзья, ваши однокурсники, которые также вернулись или хотят вернуться на родину. Что им помогает, да? Да, что им помогает, что, на ваш взгляд, могло бы помочь, что хотели бы, возможно, реализовать у нас здесь, в Якутии? Да, ну, чтобы найти таких студентов, есть разные конкурсы, которые проводит республика. Например, «Таланты Якутии», «Игра министр», «Якутия вперед». И ежегодно активно участвуют выпускники, потом побеждают, обучаются. И здесь проходят стажировки и устраиваются на работу. Также у молодежного правительства есть программа стажировок, называется «Открытый опыт». То есть мы помогаем молодым людям пройти на стажировку в министерствах и государственных учреждениях. Вот. А какие формы мероприятий для студентов-якутян в центральных городах вы считаете наиболее перспективными? И, возможно, вот из своего же примера, когда вы учились в ВУЗе, возможно, проводились подобные мероприятия? Я хочу, чтобы ежегодно в Якутске собирался слет таких молодежных общественных движений, потому что наши мероприятия, они сейчас охватывают только молодежь, которая внутри республики, но огромный пласт молодежи находится и за пределами, и поэтому у молодежного правительства есть такой проект, «Слет Центровуз» называется. Планируем собрать эти ассоциации выпускников в Якутске. Также будем сотрудничать с молодежным кадровым центром, чтобы вот провести ярмарку вакансий для их трудоустройства. Я думаю, это будет хорошая возможность трудоустроить людей и возможность для участников показать себя. А вот в ваше время, возможно, подобные мероприятия проводились? Да, когда я, например, училась, я приезжала специально участвовать в разных конкурсах. Например, участвовала в «Игре министр» во время магистратуры. Получилось там выиграть, и вот эта программа очень помогла мне вырасти. Я обучилась на призы на дизайнера, на видеографа, то есть развила новые креативные навыки, которые сейчас мне помогают. В том числе и из-за этих навыков потом меня назначили на следующие должности. А вот на ваш взгляд, да, лично, вот где лучше учиться? Здесь на месте или все-таки в центровузах, и почему? Ну, это зависит от цели человека. Если, например, есть люди, которым нужно находиться рядом со своими родственниками и так далее, тогда здесь. Здесь тоже есть очень хорошие вузы. Наш Северо-Восточный университет, у него есть огромная база. А в центральных городах есть возможность познакомиться с большим количеством других культур, так быстро пройти интенсив по развитию, по знакомству с людьми. И также, конечно же, там есть вузы с высокими рейтингами, есть какие-то узкопрофильные специальности. Ну и хотелось бы узнать о планах правительства Республики по молодежи. Какие у вас планы? Какие-то, возможно, крупные проекты у вас тоже будут реализовываться? Вот наше молодежное правительство республики уже несколько лет является лидером по Дальнему Востоку. В прошлом году становилось лучшим по России. И есть такие проекты, как по кадрам, есть обучающие проекты для детей, то есть отбор грантов. Недавно, 6 апреля, провели олимпиаду по ментальной арифметике для детей. То есть есть разные направления, такие как кадровая, имиджевая, проектная работа. Мы обучаем людей писать проекты и можем их консультировать. Также среди больших проектов у нас планируется в следующем году книжная ярмарка всероссийская, проект одного члена нашего правительства. И также есть проект по съезду всех молодежных правительств в Республике Саха-Якутия. Тоже в следующем году хотим сделать. А вот на ваш взгляд, насколько наша молодежь креативна и вообще активна ли?
Я думаю, у нас молодежь очень креативная и очень активная. Например, недавно же был фестиваль «Мусустар», и там собрались очень много молодежи, по разным трекам участвовали, проявляли себя. То есть молодежь активная, просто нужно задать возможности, направить их в нужное русло, создать предпосылки для их развития. Ну что, спасибо большое, Александра Алексеевна, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.